Добрый день всем. Я прошу прощения, что мы собрались в таком ограниченном количестве людей. Сегодня, первое, идет дождь, второе, после праздников людей невозможно вытащить из домов. Люди говорят, да, отдохнуть до выходных. Наши волонтеры. Я хотел собрать сегодня волонтеров, людей, которые причастны к движению поддержки Путина. Разных людей, разных национальностей, разных организаций. Но получилось так, что мы с Романом Сергеевичем посоветовались и ограничились, пригласили своих близких, своих братьев. Хотелось бы первый вопрос мой был. Наши ветераны не Отечественной войны народа Абхазии, добровольцы, именно добровольцы 14-15 годов, погибшие. Как вы считаете, они заслуживают награды или не заслуживают? Я считаю, что заслуживают. Мы от казачества уже сделали награду. Ахра Русланович наградил от пятнашки, независимо от того, что некоторые являлись казаками и не воевали в пятнашке, воевали в другом подразделении. Он отметил этих ребят. Это командир пятнашки. Мы трижды писали нашим президентам. К сожалению, Рауль Джункович ушел. Мы написали ему за несколько дней до его ухода от власти. Поэтому он физически не успел написать письмо. Человек, который был после Рауля Джунковича, он не имел права на подписи. Мы написали следующее письмо на главу, нынешнего главу государства, на Аслана Георгиевича Бжаева. На сегодняшний день нам нет ни ответа, ни привета. Возможно, он видел это письмо, возможно, оно осело у главы администрации. Факт, что ветеран Отечественной войны Гумава Исхан Константинович занес это письмо лично в кабинет главе администрации. На тот момент прошел год. Прошел год, мы уже открыли экспозицию в музее города Донецка, в Центральном музее, где представлены все наши бойцы, все наши ребята, за исключением тех ребят, Царство Небесное, которые сегодня, вот в ближайшее время, последние погибли в 22 году. Остальные все представлены, кто из Абхазии есть погибшие. Представлены их награды, какие-то вещи. Мы бы хотели еще раз попросить, я бы хотел наше государство, чтобы они нашли это письмо. Завтра мы принесем копию в администрацию. Но не только это письмо. Об этом мы скажем позже, вот Роман Сергеевич скажет. Мы очень просили этих людей, вот я как экс-представитель ДНР в Абхазии, который представлял ДНР с 2014 года, да, не говорить, как помогаем мы там, а обратите внимание на своих погибших, которым мы ставили памятники, поддерживали их семьи, это наши братья, которые ушли не важно, кто они по национальности, по вероисповеданию. Либо да, либо нет. Дать нам ответ. Разницы нет, как его дадут, по телевизору или на бумаге. Мы хотим слышать, наши братья заслуживают награды или не заслуживают. Они не имя Абхазии представили на Донбассе, именно имя Абхазии. И в тот момент, когда очень было нужно, когда штаны от одной формы, верх от другой, ботинки от третьей. То есть пацаны приходили, за свои деньги покупали и шли воевать. Они защищали Абхазию там, на Донбассе. Я бы очень хотел услышать этот ответ. Я знаю, что вы все хотите слышать этот ответ. Попросил бы наших чиновников ответить. Я не называю ни имен, видите, ни там фамилий, ничего. Просто кому осело это письмо, будьте добры, ответьте на него. Мы не воланчики какие-то, что приходило письмо официальное государственному чиновнику, и на него не отвечали. Это что за каламбур такой? Это наши погибшие. Еще раз повторяю. Второе. Буквально вчера ко мне заехал Роман Сергеевич Рязанцев и рассказал мне о такой инициативе в поддержку Путина. Подождите, ребят, мы его уже поддержали. Мы как можем его поддерживали с 2014 года. Как можем. Сидит Рауль Харабов, один из командиров. Сидит Ремзик Сарсани, раненый на Донбассе. Сидят ребята, вот трансферы, которые оказывают помощь, но это не государство. Оказывают братья. Мы все братья. Мы как можем, мы оказываем. Когда мне звонят с границы, спрашивают иногда, это с твоего штаба везут? Я говорю, с моего. Даже я не знаю, попадала она на Донбасс или нет, но я говорю, с моего, потому что главное, чтобы если хоть что-то дойдет, спасибо. Потому что не только, когда флагами машут там в Донецке, это не только это. Есть окраины, есть люди голодные. И вот то, что здесь лежит, мы это людям развозим. Я приезжал неоднократно в Пятнашку,
мне вот лично Рауль Харабов иногда соврать мне говорили, Вова говорил, Вадик, остановись, сюда не вези, у нас есть, что кушать людям отдать. Вот клянусь, как Рауль было, неоднократно было, что нам не надо, у нас есть люди бедные, и Рауль сам лично, я отсюда звонил, брал еду у пятнашки, и перед позициями живут люди, голодные люди, и им отвозили эту еду. То есть много, мы окунулись в это очень давно, мы флагами махать по Абхазии не собираемся, мы готовы ко всему. Мы хотим просто ответы на наши письма, мы хотим, чтобы честно ответили, почему нет, вот я как русский человек, русского депутата, а я могу это объяснить, я это расскажу когда-нибудь. Вот я лично скажу, что на меня было культурное давление и не со стороны Абхазии. Не со стороны Абхазии. Наши чиновники, когда я был у них в кабинете, говорили, Вадим, мы не против, иди. Я бы выиграл эти выборы, ребята. Я бы их выиграл. С вами, с братьями, мы бы их выиграли. Только Ремзик мне сколько подписей принес, слава Богу. Братья живут везде. Да, мы бы их выиграли. Мы не собирались отмывать деньги на выборы. Как некоторые это сделали и не стали депутатами в итоге. А потом какое-то давление у нас. Что? Почему нет русского депутата? Да потому что не нужно ставить людей, заранее проигравших. Не нужно. Это нехорошая политика. Мы укажем попозже, с кем мы хотим встретиться, кого мы хотим видеть. Мы дружим со всеми. Дружим со всеми и не хотим ни с кем воевать. Как Ахнар Русланович позавчера сказал, что я не собираюсь ничего такого делать, и ни с кем воевать не собираюсь. Прошел слух, звонят мне люди в погонах и говорят, что вы там хотите мутить, говорит, вы хотите, говорит, это ноябрь месяц прошлого года. Я говорю, побойся Бога, я иду в ресторан с человеком, у человека день рождения, говорит. Ничего мы мутить не собираемся, никого мы обижать, оскорблять не собираемся. Мы просто хотим жить как обычные граждане Абхазии, чтобы не делили нас на своих и чужих. А если делят на своих, то пусть покажут, что их свои сделали. Пусть покажут. Скажу по русским обществам. 47 организаций, это куда катится все. Мы пытались объединить эту чушь между собой, но там никого нет. Кого объединять? Я принципиально не собираю народ. Вот пусть пройдет странная конференция, как они ее, страновая, странная, а мы потом соберем народ. Если пожелают люди, вот мы посоветуемся, мы соберем народ. Только вопрос, как они будут отчитываться, кого они соберут. Нельзя так, пир во время чумы не должен быть. Я выступал в феврале месяце и просил, придите, помогите. Придите к нам, встаньте рядом с нами, помогите нам. Ну почему-то Миша Хажба пришел, ты, Денис, пришел, Роман Сергеевич пришел давно уже, Вианор Ашба, Рауль уже был на войне на тот момент. А господа, которые считаются соотечественниками, куда-то растворились. Ну, сделали там запись у себя в журнале, что мы там типа хотим помочь. Кому вы помочь хотите? Своему животу, своему желудку? Во-первых, мы помогаем, у нас есть официальные бумаги, по которым можно проезжать, по которым можно собирать эту помощь. Кому интересно, придут, посмотрят. Первый министр иностранных дел видел эти бумаги, но он мне говорил так, Вадим, я с тобой, мы с тобой друзья, но мы официально не признаем ДНР на тот момент, поэтому я никак их зафиксировать не могу. Они лежат, пожалуйста. Люди, кто подписывал, живы. И слава Богу, мы будем этим заниматься дальше, до окончания войны. Элементарные вещи. Неужели не видят? Вот здесь поддержку Путина. Куда дальше поддерживать, если тут буква Z стоит? Мы уже высказали свое мнение, мы поддержали, всей страной поддержали. Вы знаете, в 2018 году, когда были выборы Путина, были какие-то выездные комиссии от Россотрудничества, я считаю их бесполезными, просто выездные. Мы занимались чем? Я поехал к депутату Виктору Петровичу Водолацкому, он мне дал добро лично, на свои средства, он мне всегда говорит, говори открыто, потому что я никаких денег тебе не давал. Он создал такую организацию, называлась «Рубеж», внутри казачества. Кто где мог, помогал. Я завез сюда плакаты. Наша землячка Елена сделала эти плакаты. В Москве она работает в большой школе, и отпечатали это все. За счет школы нам сюда отдали. Купили принтер за свои деньги, бумагу, все, что нужно было, мы провели выборы. А неизвестно, как бы эти выборы кончились, и как бы поработали другие люди.
Я в деревне заезжал, у меня плакаты Путина забирали, не надо вешать на столбы, говорят. Мы дома повесим. И недавно мы были в Атапах, я не буду говорить у кого, у человека прям входишь, вот такая арка, и висит Путин. Я, говорит, помню тебя, ты подарил, говорит. Вот так. Кто-то хочет сказать, что здесь Путина не любят, да это ложь. Ну и есть МПОшники там, так они их всех знают, пусть пересажают. Пусть пересажают, пусть позакрывают. Вот что я хотел сказать по поводу Путина. Все организации в прошлом году собрались в поддержку Путина. И провластные, и непровластные. Единогласно. Более 30 организаций. Письма здесь есть. Эти письма мы тоже отправим нашим дорогим чиновникам. Мы не против кого-то. Мы за всех. Мы со всеми. Мы не оппозиция, как Вианор Григорьевич говорит. Но мы говорим правду. Мы говорим и будем говорить правду. Очень, еще раз прошу людей ответить нам на наши письма. Завтра эти письма, сегодня у нас 4 число, 5 утром они будут, естественно, уже в администрации президента. Скорее всего, возможно, президент об этом не знает ни о чем. Ну, как мы слышали, уже стояла даже резолюция президента. А куда это все исчезло, где потерялось? Ну, просто напоминаю. Сегодня 5 число, извиняюсь, завтра 6 числа будут письма. Да. Вот как бы у меня все, просто душа болит за наших ребят, погибших. Прошло много лет, душа болит за них, действительно. На этом спасибо. Так, дорогие друзья, ну, Владимир Николаевич уже все, так сказать, как на духу сказал, что действительно поддержка президента России очень такая обширная в стране у нас, в Абхазии. Президента России любят, уважают, ценят. И братские отношения российско-абхазские только укрепляются, развиваются. Я могу просто добавить к сказанному Владимиром Николаевичем следующее, что как бы напомнить, что 1 февраля 2021 года у нас был создан общественный штаб в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина в Республике Абхазия. Он располагался у нас в штабе Черноморского казачьего войска Абхазии. Вот. Ряд организаций выступил инициативой создания. Как вы помните, тогда началась вот эта заварушка в России, вот это Навальный, вот этот оппозиционер, начали какие-то волнения делать, ну и мировая ситуация уже гораздо ухудшалась вокруг России. Соответственно, мы таким образом, посовещавшись, решили, что нужно, значит, каким-то образом среагировать на это дело, как общественная организация. Вот. И нашли очень широкий отклик. То есть, в принципе, была проделана огромная работа. Больше 30 организаций публично высказались, значит, в поддержку президента России, вообще России в целом, российско-абхазских братских отношений. Вот. Потом мы проводили 21 апреля 2001 года в бизнес-центре «Эверест» такой расширенный круглый стол на тему сложившейся международной ситуации вокруг России, взгляды и предложения из Абхазии. Вы знаете, сегодня вот эта тема также вся актуальна на самом деле, как и вот в то время, что было. Но тогда мы были единогласны в решении, значит, завершить этап работы штаба и трансформировали ее этим решением в общественное движение платформы Абхазия, Россия, Стратегический союз. Мы тогда анонсировали проведение различных видеомостов там, по тематике культура, образование, спорт, медицина, наука и так далее. Вот, с привлечением, значит, российского гражданского общества. Такая двусторонняя некая платформа. Были мы в администрации президента Абхазии, общались с руководителями ее, значит, они все это дело одобряли, попросили написать письмо на президента Республики Абхазия Аслана Георгиевича Абжани. Мы его подготовили, полностью все описали. Значит, оно было в канцелярии у нас зарегистрировано, письмо лежит передо мной. Я хотел бы его зачитать, потому что мы считаем, что нам нужно, чтобы нам дали официально все-таки ответ. Уже почти 1,5 года прошло, чуть меньше. Да, письмо общественного штаба в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина в Республике Абхазия. Исходящий номер 2 от 05.05.2021 года. Президенту Республики Абхазия Аслану Георгиевичу Абжани. Уважаемый Аслан Георгиевич, информируем вас о том, что 21 апреля 2021 года в Сухуми прошло заседание общественного штаба в поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
в ходе которого состоялся круглый стол на тему «Сложившаяся международная ситуация вокруг России. Взгляды и предложения из Абхазии». В мероприятии приняли участие представители более 30 общественных организаций и политических партий республики. Приложение номер 1 список. В ходе круглого стола участники обсудили вопросы международной политической ситуации вокруг России, влияние ситуации на Абхазию, выпады в адрес президента РФ Путина со стороны руководства США и западных стран, в том числе создавшее напряжение в российской и абхазской границе, Черном море и в других регионах Российской Федерации из-за концентрации войск НАТО. Участники штаба выразили поддержку Владимиру Ильичу Путину в его деятельности на посту президента Российской Федерации и готовность на дальнейшее укрепление и развитие союзнического и стратегического партнерства Абхазии и России. Они поблагодарили российского лидера за его особое братское отношение, внимание которое он оказывает Республике Абхазия и жителям страны. По итогам круглого стола было принято решение о создании на базе штаба общественной платформы движения Абхазия и Россия «Стратегический союз», которая может стать общественным мостом между странами. Главная цель платформы – выработка предложений, обсуждение инициатив, проведение различных мероприятий, которые будут сближать Абхазию и Россию в различных сферах. Платформа будет доступна для участия всех общественных организаций, политических партий и движений двух стран, которые смогут транслировать свои предложения органам власти двух стран в качестве рекомендаций и приносить пользу в развитии и улучшении взаимоотношений между государствами. Просим вас, Слава Георгиевич, ознакомиться с этой важной инициативой и в случае вашего одобрения рассмотреть вопрос оказания поддержки по линии администрации президента Республики Абхазия, а также других государственных и общественных структур. Вот такое у нас было письмо. В настоящий момент это все актуально как никогда. Мы видели уже за год до всех событий. Интуиция у нас хорошо работает, поэтому мы не зря все это сделали в то время. Потому что если бы эта платформа уже работала больше года, мы имели бы совершенно другую картину наших межгосударственных отношений, в частности общественного гражданского общества двух стран. Вот. Поэтому та инициатива, которая была недавно озвучена на заседании Молодежного совета Министерства иностранных дел Республики Абхазия, конкретно руководителем, значит, молодежной организации АПИШ, мы с ним общались, разговаривали на эту тему, тоже слышал про нашу вот эту инициативу. Как бы, в принципе, нашли некое понимание, он, к сожалению, не смог подойти, очень хотел, но что-то у него не получилось сегодня к нам заседание нашего штаба. Вот, то есть у них как бы планируется нечто подобное внутри страны. Вот, значит, провести в ближайшее время. Как бы, мы эту инициативу молодежную поддерживаем, безусловно, мы рады, что молодежь, так сказать, проявляет себя, хочет активно участвовать, не стоять в стороне и так далее. Соответственно, мы ему также сказали, всем как бы хотим сказать, что вот это все было сделано, все еще сильнее укрепилось, и братские отношения и так далее, тем более эти сложные непростые времена сегодня, которые происходят вообще вокруг России, Абхазии, вообще земной шар весь, так сказать, очень усиленно начал вращаться, напряжение возросло до ядерных угроз. Соответственно, мы хотели поднять этот вопрос конкретно. То есть, если вот эта инициатива, то, что мы делали, если она актуальна сегодня, то мы хотели бы получить внятный ответ от руководства Абхазии, его, так сказать, аппарата, где это письмо, где оно находится, что сделано было, надо это, не надо, потому что буквально в течение некоторых дней нам нужно прояснить этот вопрос, или мы заново будем возобновлять работу данного общественного штаба. То есть мы его как бы опять будем возобновлять и добиваться, чтобы наши инициативы были реализованы. Вот такое вот у меня вот мнение, как бы ко всем, к нашим. Для начала не нужно игнорировать собственный народ и нужно давать ответы. Да. Если бы это было одно затерявшееся письмо, я бы понял. Но если официально организации, абхазские организации пишут письма, мы не пишем там, чиновникам ниже сидящим, мы же пишем на имя президента. Я понимаю, что это могло до него не доходить. По факту, вы же пишете эти письма, и они же зарегистрированы, и пусть будут добры дать нам ответ. Да, мы готовы, если нас позовут там на какое-то рабочее совещание, вообще встретиться, поговорить, разговорить и так далее. Да. Просто здесь вопрос именно такой больше стоит
дипломатического такого характера, назовем так, народного дипломатического. То есть мы уже написали, где ответ, где решение. Это надо, не надо. То есть мы же не можем, как бы, грубо говоря, за кого-то его работать. Если это актуально, давайте сядем, поговорим, чтобы не началось так, что в стране какие-то различные движения начались в одном и том же направлении. Вот такое вот пожелание. Значит, а так, работа штаба продолжается активно. Можно еще просто сегодня сказать, что сегодня уже официально состоялось, что 4 региона вошли полностью в официальный состав Российской Федерации. Мы тоже, безусловно, поддерживаем, но там ситуация далека до идеала. Поэтому еще вся работа только предстоит по порядку, мирной жизни, уважение всех этих. И в завершение я хотел бы кое-что сказать. Еще раз повторюсь, я как человек, который занимается Донбассом с 2014 года, да, часть наших ребят вышла из Крыма, да, вот кто успели, те собрались, взяли вещмешки, поехали в Крым. Ну, на Донбасс. Значит, я бы хотел, чтобы наши власти просто адекватно смотрели на ситуацию. Я называю это все войной. Не надо, понятно, флешмобы можно делать, флажками махать. У нас русских организаций 40 с чем-то, которые машут флажками, я на этом повторяюсь, да. Вот. Я реально хотел сказать, просто просить. Давайте, ребята, первое, жить дружно, все вместе. Мы единый кулак, единая страна. Абхазии никогда не было, никто не разбирал нацию. Почему говорят, страна души, да? Ни нацию не разбирали, ни вероисповедание мы никогда не разбирали. Просто хотел бы знать, почему происходит на сегодняшний день, что кто-то мил, кто-то не мил. Да нам без разницы, милые мы вам, не милые мы вам, мы ваш хлеб не кушаем, мешать только не нужно. Спасибо всем. Спасибо, что предоставили возможность высказаться по темам сегодняшних, которые обсуждаем. В первую очередь, по погибшим нашим ребятам. Естественно, очень хочется, нам всем очень хочется, чтобы на них обратили внимание. В каком смысле? Были поданы документы, да, просьбы какие-то были и так далее, и так далее. 5 человек с 2014 года, не включая 22 год, не включая пока еще, не включая 5 человек погибло. Плюс еще одну в 22 году, которые погибли, это уже отдельная тема. Очень хотелось бы, чтобы, конечно, обратили на них внимание. Мы этим не оживим их, конечно, но есть память, есть много чего в этой жизни, как бы, да, вот, забывать их ни в коем случае нельзя. Если мы это все забудем, значит, мы зазря воевали или там, погибали и так далее, если так углубляться. Второе, что хочу подчеркнуть по поводу поддержки президента Российской Федерации. Президента Российской Федерации мы поддерживаем и будем поддерживать своими делами, не просто сказал, поддерживать далее. Мы своими делами поддерживаем президента Российской Федерации. Почему? Потому что у нас одна дорога. Совместно с Российской Федерацией у нас одна дорога. Как было, как наши деды, отцы наши воевали Вторую мировую войну, победили в этой войне. Также сегодня не хочется, конечно, так грубо выражаться, но практически идет 3-я уже мировая война, и у нас один путь, одна дорога. Совместно, вместе победить, потом мирно созидать, идти по этой жизни в мирном русле. Как-то вот так вот хотел бы подчеркнуть. Спасибо за внимание. Сообщество трансфера водителей Абхазии Аль-Фард-Клуб всегда оказывает внимание по силе своей возможности. Это до 500 человек водителей во всей Абхазии. Всегда оказывает посильную помощь во всех акциях, которые проводит штаб. Это поездки на Донбасс. Это здесь, что касается Дня Победы, помощь нашим ветеранам. Мы всегда на связи. Мы всегда рядом, мы поддерживаем вас.
также наши ребята, чем можем, посильно. Когда сюда дети приезжали, с Донбасса, беженцев тоже по возможности зима С работали. 2014 года поддерживают и до Да, сегодняшнего оказываем дня помощь, рядом находимся. Всегда с вами, ребята.